Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 16 мая 2025 года, 17 часов. По Берлину 18 по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Чеченец о переговорах в Стамбуле. Что ждет Россию и Украину». Давайте об этом и многом другом поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Заботьтесь о своей безопасности. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь. И, как обычно, в начале нашего стрима сводки с фронтов. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено 1100 ровно русских боевиков, 13 танков, 32 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт система, 123 БПЛА, 166 автомобильной техники и цистерны. Слава ЗСУ! Слава украинским воинам! Так, и давайте перейдем. Сейчас я открою страничку. Свежее сообщение от госсекретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Были переговоры, сообщил 3 часа назад Марко Рубио. Были встречи, поездки, обсуждения. Но в итоге, как мне кажется, мы пришли к выводу, и президент, так как тоже считает, что единственный способ, при котором у мирного процесса есть шанс, это если президент Трамп лично встретится с Владимиром Путиным. Я не знаю пока, где и когда это произойдет, но на данный момент это единственный шанс. И думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку. То есть мы понимаем, что все-таки Соединенные Штаты Америки не могут быть арбитром со стороны, и поэтому непосредственно будут принимать в этом участие. Многого нам не говорят. Знаете, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сказала следующее: президент Путин не хочет мира, поэтому мы должны усилить давление. Я не знаю, может быть, глава Еврокомиссии чего-то не понимает до конца, но мне кажется, мы все понимаем, что Путин и Россия не хотят мира. Они хотят победить. И упорно, как мы видим, добиваются того, чтобы вот так относились к ним. Не знаю, с чем это связано, но есть, конечно, у меня по поводу этого своя версия. И моя версия гласит только одно объяснение, как у оптимиста и как у позитивщика, что Россия уже капитулировала, но окружение Путина не дает ему полностью капитулировать. В частности, речь идет о военных. И, наверное, с этим связано, что сейчас на выборы, на переговоры в Турцию был отправлен глава или зам, или глава ГУР, или ГРУ, да, точнее сейчас это называется Главное управление Генерального штаба фашистской России. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Поэтому мы понимаем, что какие-то процессы идут, мощные процессы идут. И Америка прежде всего, как говорится. Америка прежде всего в этих переговорах. Как-то так. Эркин, шалом алейхум. Шалом, шалом. Аллах, Казахстан.
Я тут читаю комментарии в ТикТок. У нас стрим идет в ТикТок на канале Аслан Арцуев и на канале в YouTube Реалити. И здесь такой вопрос задает Татар Ватен Север. Израиль поддерживал Россию против Ичкерии? И здесь Божественно ему отвечает: неправильно. Израиль поддерживал Чечню в 94-96 годах и принял 10 тысяч беженцев. И я делаю вывод, что 10 тысяч беженцев это наши жители еврейской национальности, наверное. О них речь идет, да? Да, Израиль в первую войну при Джохаре Дудаеве первое государство, которое заявило, как говорил Джохар Дудаев, войну немедленно остановить, как только началась война. Ну и в принципе, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. В принципе, весь мир отвернулся от нас, и весь мир нас не поддерживал. И в частности, граждане Российской Федерации татарской национальности, которые усиленно принимали участие в войне против чеченского народа, который боролся за свободу. Как, наверное, татары тоже бы хотели бы этой свободы. Но мы не делили их по национальностям. Татары они, якуты или же русские, все для нас они были русскими имперцами и оккупантами. Как-то так. Поэтому правильно задавать вопрос, не поддерживал ли Израиль человеку с ником Татар, а поддерживал ли Татарстан и татары чеченцев. Вот что правильнее было бы задать вопрос. Это я могу сказать, еврей может сказать про Израиль, там говорить. Я могу, как человек пострадавший, задаваться себе или вам задавать такой вопрос. А россиянам, даже украинцы и американцы могут это говорить, понимаете? А россиянам вообще нельзя об этом говорить. Не спрашивайте. Вы, россияне, нас уничтожали. И это были не только русские, понимаете? Если мы начнем делить по национальностям, то русские там, ну, да, их больше всего, и идея имперства их, но выслуживались, убивая нас все до единого, все, кто проживает в фашистской России. И гордились этим, конечно. Нет чеченов. Божественно. Нет, чеченов вы не приняли. И не чеченов будет правильно, а чеченцев. Нет, чеченцев не принимали 10 тысяч. Я не слышал никогда этой информации. Я знаю, что многие наши евреи уезжали в Израиль перед началом войны. А чеченцев я не слышал. Никогда этого не слышал. Может, кого-то принимали? Так. Эркин, ну зачем вы оскорбляете президента Трампа? Ну какой он гангстер? Ну о чем вы говорите? Разве гангстер принимает? Нет, неправильно вы говорите. Арабские страны хотели быть любимой женой у Трампа. Понимаешь, вот почему им самолет подарили, и там закупают у американцев там очень много. И тогда самолеты, там другие, третьи вещи. Поэтому ни в коем разе гангстером его назвать нельзя. Наоборот, это султан и это любимые жены, которые хотели очень понравиться. Это, ну, здесь так говорить немножко пренебрежительно. А так, на самом деле, каждая страна отстаивает свои национальные интересы и пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, Соединенными Штатами. Это нормально, это независимости, как я отношусь там, к Катару, который король или там султан у них, кто он, который пригласил по личному приглашению нашего президента Зелимхана Индарбиева, бывшего президента,
И потом, когда его русские убили, убийцы его передали России. Ну так, чтобы понимали. Катар это такая страна, которая, она и за Хамас, и за Америку, и за Иран, и за Турцию, и за Россию, и за всех она. Вот такие вот люди, которые пытаются выжить. Винить их, ну, просто мы, чеченцы, будем знать, что по личному приглашению султана Катара ехать туда не стоит. Это мы запомнили навсегда. И я уверен, если бы Зелимхан Индарбиев был бы жив, он бы говорил бы о том, чтобы вот всем этим арабским странам и в целом вот этим мусульманским, да, так называемым мусульманским странам, странам, где большее количество жителей мусульманской религии, что от них помощи ждать не стоит. Понимаете? В принципе, вот такая вот ситуация. Наоборот, Трамп халиф арабского мира. Да, можно согласиться, можно согласиться. Халиф и его любимые жены. Нормально все, все как положено. Видели, когда идет Трамп, это Арабских Эмиратах, да, по-моему, это, и стоят девушки, незамужние девочки, и распущенными волосами машут. А Трамп идет такой, ну, как будто в рай попал. 70, говорят, их там кто-то посчитал, не знаю, 70 их там было. Так что вот как-то так, вот как-то так. Так. Ну, Татар, зачем ты настаиваешь на своем вопросе? Какая у тебя моральная позиция задавать мне вопрос про Израиль, там, про Палестину? Ты за татар спроси, ты за татар ответь. Тебе какая разница, поддерживал нас Израиль, не поддерживал? Вы нас убивали, вы, россияне, напали на нас и убивали. Понимаешь? И ты мне сейчас задаешь вопрос по поводу, я на этот вопрос. Ваша задача сейчас отвлечь просто меня от темы, от которой я хочу сейчас обсуждать и говорить. Вот и все. И тебе абсолютно плевать и на палестинцев, арабов Палестины, и на чеченцев, понимаешь? Другого объяснения нет. Потому что если бы тебе было бы не плевать, ты бы выходил бы на митинги и требовал бы деоккупации Чеченской республики Ичкерия, не убивать чеченцев и так далее. А я уверен, что ты или твои знакомые и родственники воевали против нас. А ты мне про Израиль спрашиваешь. Я тебе скажу так. Израиль не посылал свои самолеты нас бомбить. Я тебе скажу так. Понимаешь? В отличие от вас, россиян. Так. Ассаламу алейкум, Асан. Я из Черкеса и очень солидарен с тобой практически во всем. Удачи тебе. Как относишься к Лиге свободных наций? Очень классный канал, как по мне. Валейк салам, Ганфри. Спасибо тебе за поддержку. Большое уважение к черкесскому народу. Лига свободных наций, это, на мой взгляд, это симулятор, который преследует цель опустить Чеченскую республику Ичкерию, то есть наши труды, волю нашего народа, гибель 300 тысяч наших граждан, к тому, чего добивается Россия. То есть мы часть России, которая хочет получить там свободу и независимость. А мы страна, которая получила свою свободу, независимость и оккупирована. И вот эта разница. И несмотря на это, я не только вот эту Лигу свободных наций, но и тех, кто со стороны чеченцев принимает в этом участие.
в этом канале. Там есть чеченцы, которые воюют в Украине, принимают некоторое участие, а есть, ну, как бы политики, которые давно себя запятнали связью с Россией. И мы об этом много говорим. Я только из-за чеченской войны. Татар, а это не чеченская война. Это русская война против чеченцев, понимаешь? Или русско-чеченская война. Но это никак не чеченская война, как об этом говорит российская пропаганда. Честь и хвала тебе, если ты нас в этом поддерживаешь. И все правильно, отлично. Но тема сегодня, я буду говорить про Украину, понимаешь? Про переговоры и так далее. И обычно ко мне заходит сюда и специально переключает на Израиль тему, чтобы я не говорил про Украину. Я про Израиль очень много говорил и буду говорить. Большим уважением отношусь к евреям, к еврейскому народу. И вот тебе вкратце, если сказать, понимаешь? А сейчас мы уже ситуативные или же естественные, такие природные союзники. Мы и раньше были. Мы и раньше были. Нам, чеченцам, не хватило мудрости и дальновидности, чтобы сделать так, чтобы евреи стали нашими союзниками. Понимаешь? У евреев, конечно, свое направление, там, они там, за свое бьются, но мы, в принципе, одинаковые. Одинаковые. И вот такие вот дела. Ам Израиль Хай. Совершенно верно, Елисей. Ясно, Эркин. Ну ладно. Ну ты шутя говоришь, а я-то автоматически читаю все подряд. Поэтому... Алейк салам, казах. Аллах, Казахстан. 72 их было, говорит Иркин. Ну, значит, ты посчитал. Но это у них такая традиция. И на свадьбу якобы машут волосами. Ну, я в первый раз видел вот эту традицию, как перед Трампом махали волосами. Я был в Израиле, говорит Черкес. Вполне нормальные люди, ничего плохого не могу сказать. Вполне жили дружно с арабами, пока не произошло 7 октября. Ну, не то, чтобы 7 октября произошло в 23-м году. Это уже 80 лет идет. Арабы заключили союз с сатаной и стали на сторону абсолютного зла. Абсолютного. Как-то так. Надыры. Я сам с Дагестана, я из России в Египет убежал, чтобы не служить российской армии. Молодец. Ну, нужно было куда-нибудь в Европу. Что в Египте-то делать? Война сейчас за свои интересы ведут США и Россия, остальные инструменты. Вольф, я полагаю, что и Россия теперь уже инструмент. Понимаешь? Россия уже инструмент. Валейк салам, Шарани. Ай-и. Валейк салам, hello. Привет с Украины, слава Украине. Доброго, что одинакового между Израилем и Чечней? Ну, я много раз об этом рассказывал. Вот видите, все равно вот вам эта тема больше ближе, и вы все хотите переключить. Причем те люди, которые никогда мне раньше не задавали эти вопросы, которые, ну, вы здесь не замечены в комментариях и так далее. Ну, заходите и спрашиваете. Я скажу, что мы с
с евреями, скажем так, с Израилем и Ичкерией похожи тем, что, во-первых, мы два древних народа, древнейших народа. Мы два гонимых народа на этой земле. Последние 400 лет, 350 лет у нас идет война против нас. 1000 лет или сотни лет евреев преследуют. Мы боремся за свое выживание против империи, против русской империи. Израиль борется против арабской империи или арабского этнонационализма, ну или империализма под видом религиозного халифата. И наши враги, арабы, воюющие против Израиля и отказывающие ему в праве на существование. Ведь вся проблема только лишь в этом, ведь правильно, у евреев. Если бы арабы согласились в 1948 году, да, что будет Израиль, и все, на это или в 50-м, в 60-м они бы просто успокоились бы, не убивали бы их олимпийских спортсменов, там команду всю, помните, они убили. И так далее, и так далее. И, ну, жили бы себе, не обстреливали бы их, там, не убивали бы там, женщин, детей. Они бы жили бы в мире, и уже два государства было бы. Арабское государство было бы в Палестине, и израильское, еврейское было бы государство. Ну вот, две империи, арабская и русская империи, два друга, два союзника, вот они нас хотят уничтожить. Разница в том, что у евреев есть хорошие надежные союзники, и они стали востребованы не потому, что там евреи чего-то там сами добились, чтобы там, хотя это тоже дальновидная, мудрая политика тоже имеет значение. Но большая часть Великобритании и США нужен был союзник, демократический союзник в арабском мире. И вот они, хотя и мешали, между прочим, евреи воевали против Израиля, совершали диверсии, нападения на англичан. Но в конце концов они пришли к какому-то единому знаменателю, и у них появились союзники в лице Соединенных Штатов, Великобритании. У нас пока таких союзников нет, поэтому нам пока тяжело. Но я думаю, мы исправим эту ситуацию. Дай Бог. Как-то так. Юрий Костюков, вам, чеченцам, не хватило мудрости не вторгаться в Дагестан. Вам по факту и независимость дали, и могли делать что угодно, но выбрали именно войну. Юрий Костюков, вы очень правильно и точно повторяете российскую пропаганду, ФСБшную лживую пропаганду. Дело в том, что до того, как Басаев совершил спасательную операцию как доброволец, обратите внимание, как доброволец, не занимая ни один пост в чеченском государстве, как ваш Гиркин, который также пошел освобождать русских, да, спасать русских. И это не считалось казусом белли, то есть поводом к войне с точки зрения международного права. Точно так же Басаев был рядовым человеком на тот момент. Рядовым имеется в виду рядовым гражданином. Не занимал никакой государственный пост. Причем наш президент тогда, Аслан Масхадов, прямо сказал, что мы, как президент, как государство, не имеем никакого отношения к этой спасательной операции. Но более того, чем отличается вторжение в Украину Гиркина и спасательной операции Шамиля Басаева, отличается она тем, что Украина не зашла на территорию Белгородской, Курской области и не стала убивать русских, россиян. В отличие от вас, россиян, до того, как, если вы поднимете архив, а не будете нам пропаганду здесь повторять, вы увидите, что русские
уже зашли на нашу территорию, уже убили 2 наших пограничников и заняли пост пограничный, который там находился, грабили людей, которые там жили на окраине, на границе, и так далее, и так далее. Но и это не послужило поводом для войны, понимаешь? Потому что международное сообщество не признало это актом вторжения, казусом белли. И тогда вам должно было бы быть стыдно говорить, что мы на вас напали. Маленькая Чеченская республика напала на большую Россию. Да? Это просто нонсенс, абсурд. Просто невероятно. Да? Самоубийцами вы нас там, сумасшедшими вы нас точно не считали никогда. А если вы нас считали сумасшедшими, почему вы не могли так долго с нами расправиться? Уже 300 лет вы не можете нас перемолоть и так далее. Это говорит о том, что у нас очень сильные корни, и мы очень сильно верим в то, что делаем, понимаешь? Из поколения в поколение, понимая, что мы можем вам проиграть, мы продолжаем нести вот это, свою борьбу и вести эту борьбу. Но самое главное было даже не то, что вы напали, нас уже убивали и так далее, и так далее. Вы своих россиян, дагестанцев, окружили и убивали, кстати говоря, так, на минутку. Это тем дагестанцам, потом, которые приходили нас убивать, так, чтобы вы понимали, даргинцы там в частности были. Хотя для нас нет разницы, какой национальности, если люди в беде. И, самое главное было то, чтобы это было поводом для вторжения, чтобы у вас была и поддержка на Западе, в частности, в Европе. Это были взрывы домов ваших. Вот вам должно было быть стыдно говорить об этом, не упоминая этот случай. Я, чеченец, говорю про убитых 307 русских, только взрывы домов в 99 году. Только взрывы. Там были автобусы, метро, переходы. Это все делали ваши спецслужбы. 95% делали непосредственные сотрудники ФСБ или ГРУ. 5% я оставляю на то, что вы там оболваненных, там обдурманенных или вынужденных людей чеченской национальности заставляли делать. Поэтому для того, и война не началась после того, как Шамиль Басаев провел спасательную операцию с добровольцами и вывел вот этих женщин, детей, ваших россиян, кстати говоря, из-под ваших бомбежек. Понимаешь? Поэтому у вас вообще нет никакого аргумента против этого, понимаешь? Вы абсолютно аморальные люди. Вам плевать на русских. Вы говорите, что там, мы русских не любим и так далее. У нас вообще этого нет. Вы судите нас по себе. У нас, у чеченцев, вообще нету этого напрочь. Мы единственная нация, которую я знаю на этой земле, которая называет своих детей национальностями других народов, понимаешь? В том числе христианской национальности. Осетином мы можем назвать своего сына, киргизом можем назвать. Любой, если у нас друг там осетин, мы можем хири, по-чеченски это хири, значит, назвать его так. Гюржи, грузин, например, мы можем назвать человека. Поэтому у нас вообще с этим проблем нет. А у вас, вы судите о нас по себе. Понимаешь? Вот такая вот загогулина получается. Салам, Рахат Лукумыч, салам. Так, давайте дальше. А что, чеченцы были христианами? Чтобы это скажешь, некоторые чеченцы возвращаются назад в веру Христа. Кагалым, часть чеченцев приняли христианство, это правда. Они живут, есть группа христиан чеченской национальности, проживающих в Грузии. Они называются бацбийцы. И мы были, как и все, какое-то время своей веры, языческой, наверное, да, Малх, Солнцу, да, у нас солнечные склепы были. Там и так далее, и так далее. Всех вот этих деталей я сейчас не буду рассказывать. И я, в принципе, так глубоко не изучал вопрос. Знаю, что были, но приняли, да, христианство. Потому что христианство появилось раньше, чем ислам. И вот до нас дошло это христианство. И вот бацбийцы остались христианами, а мы, большая часть, стала мусульманами. Потом, когда уже появился ислам.
Аслан, мое почтение, ты многогранный человек. Спасибо большое. Спасибо. Евреи сами кого хочешь преследуют. Говорит. Знаете, что интересно? Когда людей сжигают в печах, вы говорите, этого не было, или это было не так, что это там они что-то там и так далее. Когда они дают вам по зубам, вы говорите, о, какие они жестокие и так далее. Так вы их все хотите сжечь, понимаете? А как вам не давать по зубам тогда? Правильно делают. Вы что, хотите, чтобы их не было, что ли? Чтобы опять рассеять по миру и... Какой вам от этого резон, кайф? У арабов 22 государства, у евреев ни одного нету. И единственная демократия это вот Израиль. А есть и монархии, и там непонятная какая-то форма, да, которая в цивилизованном обществе уже как бы не камильфо. Понимаете? Поэтому, ну что, надо давать по зубам. Пусть не любят, но, как говорила их премьер-министр, лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования. И я полностью согласен с этой формулировкой. В YouTube фейк от псевдо-ичкерийских каналов, что евреи сказали, после Палестины евреи разберутся с Кавказом, и типа ичкерийцы пишут, что русские помогут Кавказу против... Пишут, что русские помогут Кавказу против евреев. Но я могу сказать, что турки помогали, которые нам помогали вначале, как будто бы, как показалось. А в итоге оказалось, что мы оказались теперь уже в интересах, в зоне влияния Турции, как будто. Как будто нам помогали, а теперь оказалось, что теперь мы должны любить теперь, как русских, мы теперь должны любить турков. Мне говорят, если я говорю что-то про правду, что как Турция и сейчас, которая якобы борется с исламским терроризмом там, и так далее вместе с русскими, она уничтожает чеченцев, которые пассионари, она сперва их вместе с русскими выводит за рамки человечности, а потом берет и объявляет террористами. И своих людей продвигает. Но я могу сказать, что один факт, который нам рассказывают, что евреи хотят захватить Кавказ, хотят там и так далее. В Дербенте у нас евреи живут сотни лет. Сотни, там 500 лет может быть, там, я не знаю, 800 лет. Это наши горские евреи. И могу один пример привести, что вот Израиль хочет создать евреев, что у них там все рушится в Израиле, в Палестине, там, и они сейчас, их все арабы сейчас побьют, и они сейчас хотят куда-то себе запасной аэродром найти, и они хотят прийти на Кавказ. Вот такая вот ходит мулька. И так вот, когда в 1944 году чеченцев выслали, точнее совершили геноцид под видом депортации, обращаю внимание, что это была вечная ссылка. Никогда больше чеченцы и ингуши не должны были вернуться на эту землю. По планам КГБ, НКВД и Сталина. Единственный народ, который не занимал наши дома, отдавал наше имущество и встречал нас, потому что им гореть не за что было. Как у нас чеченцы говорят, гореть не за что, стыдиться не за что было. Встречали нас на перроне в 1957-1958 году с нашими барабанами, с гармошками и с лезгинкой. Единственный народ. И они все знали, что все были уверены, что чеченцы больше не вернутся. Все наши братья-мусульмане, наши соседи, грабили, разносили все, что возможно было. И сожалели о том, что чеченцы возвращаются. Русские проводили митинги в центре Грозного, чтобы чеченцев обратно отправить в Казахстан, Сибирь, там, Среднюю Азию. И единственные были, кто не занимал наших домов,
не мародерничал и не строил никакого запасного Иерусалима, Израиля и так далее. Обращаю ваше внимание, что никогда чеченцы не должны были вернуться по планам Советского Союза, НКВД. И все об этом понимали, что все, они там, мы умерли, 60-70% погибло. Все остальные должны были быть ассимилированы и там где-то остаться. И это были они. И это полностью уничтожает вот этот КГБшный миф, который нам постоянно вкидывают. И вы его повторяете. Больше не говорите об этом. Договорились? Так. Делиш Саламаш, свободный гражданин, давно тебя не было. Так, подождите, я смотрю, тут это такая, всем такая нравится эта тема, у них пропаганда, и как, надо же, да. Дима, спасибо, Дима Ильясов, спасибо тебе, Дима. Дим, вы знаете, я это делаю не для того, чтобы понравиться евреям. Если бы я хотел понравиться евреям, американцам, я бы не критиковал бы ни евреев, ни американцев. Я, когда есть за что, и за их критику, за мечеть могу критиковать, за какие-то другие вещи. Я говорю как есть. И нужно знать правду. Как нужно знать. Говорят, что хотели построить Иерусалим, Израиль на Кавказе, что вот занять плодородные земли, самые крутые земли и так далее, и так далее. Так я вам пример привожу просто. И все, вот пример вам. Почему, когда не было ни одного чеченца, там не построить свой Израиль? Почему же? Объясните, а почему еврейский автономный округ построили там где-то в холодных, трудновыживаемых местах, а не на прекрасном Кавказе? Вот и все. Так что правду говорить легко. Голдемайер, да, модный доктор, спасибо, Голдемайер. Я иногда, когда спешу, быстро могу запутаться в имени. Что думаете насчет войны в Карабахе? Я думаю, что война закончилась, справедливость восторжествовала, азербайджанские земли, исконные азербайджанские земли вернулись хозяину. Вот что я хочу сказать. И чтобы сразу вперед не забегать, как про случай с Израилем на Кавказе, я вам могу сказать один просто факт. Никогда армяне не ушли бы, если бы это была земля их. Просто все встали и ушли. Понимаете? У кого там могилы, чья это на самом деле земля, те не уходят. Даже если репрессии будут. А репрессий никаких не было бы. Никаких. Ну, может, инциденты были бы, там какие-нибудь единичные. Но если привлечь журналистов, привлечь общественность, можно было бы избежать даже этого. Потому что Азербайджан пытается соблюдать международное право, и в военных преступлениях мы его не заметили, вот в этих последних, по крайней мере, войнах. Поэтому справедливость восторжествовала. Азербайджанцы получили исконно свою землю. Это хорошо, это правильно. И я не считаю, что армяне должны на это обижаться. Там был чисто, вот на Горном Карабахе был создан чисто бандитский анклав такой. Это чисто такая русская тема. Чистая русская тема. И, все стало на свои места. Я понимаю, что вам не интересно о том, чтобы я говорил про события, которые происходят в Стамбуле. Вам интересно обо всем поговорить, кроме событий в Стамбуле. Так, хорошо.
Человек с ником, ладно, не буду я тебя повторять, просто забаню тебя, иди отсюда. Антисемитизм будет баниться, если я увижу, просто я смотрю, вы тут очень-очень. Чечены, пожалуй, один из самых бесполезных этносов для человечества. Очень много болтовни и ноль пользы, говорит мне человек с ником Николай. Это говорит человек, который уничтожал нас. Это представитель русских, который нас уничтожал. Поэтому, потому что мы бесполезны, они нас уничтожают. Вот какая вот интересная загогулина. Расскажи, как Гитлеру служили. Слушай, Игорь, у вас сегодня все вот эти ваши фашистские имперские нарративы будут. Мы служили Гитлеру, ты говоришь. А армия Власова из кого состояла? Из чеченцев, да, там 2 миллиона чеченцев там было, да? А ты знаешь, что на момент, когда вы нас уничтожали под видом депортации, совершали геноцид, массовое уничтожение нас, чеченцев, ингушей вы делали, что войны на территории Советского Союза уже не было, уже победа была над нацистами. А за все это время ни один немецкий сапог, ну если, может, там пару раз десант сбрасывали на Кавказские горы, не ступил на территорию нашей страны. Моздок, вот эта вся территория, это наши земли были. Вот эти все наши земли. Там они бомбили, сжигали, там где-то на окраине стояли. После того, как нас депортировали, нам просто не разрешили больше ни ингушам, ни нам туда возвращаться. Это все стали осетинские, русские земли. Поэтому о чем вы говорите? Вы фашисты, вы нас убивали. Понимаете? Убивали. Это как если бы сейчас сидел бы еврей и разговаривал бы с гитлеровским нацистом. И вы говорили бы, вот евреи, а вот вы там помогали там кому-то, чему-то. Вот такой у нас диалог получается. Вы фашня самая настоящая. Факт, что вы нас уничтожаете. Вы фашня, которая сейчас за капкан, за пятачок вот капканом схватили в Украине. И сейчас визжите просто. И все, пишите разную чушь. Вы просто изучите вопрос. Вы тогда поймете, что на Кавказе, на чеченской земле, на ингушской земле вот, не было немцев. Понимаешь? А когда вы нас депортируете, все наши мужчины, вы, между прочим, кстати говоря, очень важный момент, вы депортировали не чеченский народ и ингушские народы. Вы не их депортировали. Вы депортировали женщин, детей и стариков, чеченцев и ингушей. А чеченцы и ингуши, мужчины, находились на фронте. Вот какое вероломство с вашей стороны было. Представьте себе, вы точно так же сделаете, если сейчас победите Украину, а вы никогда ее не победите, вы то же самое сделаете с нами опять. То же самое. Главное, чтобы у вас это прошло. И все. Мораль, нравственность, гуманность у вас это напрочь отсутствует. Как-то так, да. Пожалуйста, Рози Глил, да? Или Гил. Так. Нам рассказывают, что евреи заберут себе Украину. Да. Евреи, на самом деле, евреев 1,5 миллиарда. Просто нам это евреи скрывают от нас. Их не 10 миллионов, а их 1,5 или 15 миллионов, а 1,5 миллиарда. Поэтому Украину они займут, Кавказ они займут, и Россию всю займут. Так. Русских вообще не было. Была масса, которая стала русскими, была в рабстве у монголов, а затем у своих же бояр. Да, совершенно верно, свободный гражданин. Евреи уже его завербовали. Нет, меня завербовал его величество господин чеченский народ. И знаете, когда? В 17 лет я стал правозащитником. Когда я увидел, что вы
пришли и сделали с моей страной, с моим народом, с моими людьми. С тех пор меня завербовали чеченцы. Расскажи, как белого коня Гитлеру дарили. За одного коня вы все наши женщин, детей, стариков выслали, да? Какие вы мужественные, какие вы достойные. Но я тебе скажу, коня мы не дарили. Вообще это миф, который уже давно даже русские сами уже опровергли, что это туфта полная. Как мы можем подарить коня, если даже не было ни одного немца у нас? Ну хотя бы для коммуникации коня же передать как-то надо было. Или мы его в посылке отправили. Точнее, наши женщины, дети и старики отправили, потому что мужчины у нас были на войне. Да, так получается. Какие вы бесстыжие. И про распятого мальчика заодно расскажи. Тоже расскажи. Хорошо? Которого в трусиках на доску объявления прибили. Это ваши любимые темы. Ну ладно. Короче, ушли мы от темы про Украину. Короче, вы добились своего. Гибня добилась своего, отвлекает меня. Надо возвращаться к теме, которая сегодняшний наш стрим называется. Вот, говорит, Сэм Винчестер говорит, я не отрицаю, что чеченцев депортировали нечестно. Ну скажи правду, что это сделали евреи, говорит. Хорошо, я скажу правду. Я скажу правду, что я уже сказал часть этой правды, что евреев 1,5 миллиарда, и Украину они сейчас захватывают, Кавказ захватывают, и депортировали они нас, чтобы Кавказ захватить. Но они такие хитрые, они знали, что мы не вернемся, полностью нас истребляли. Сталин, получается, ими же управлялся, правильно? И ваш НКВД, все это было. И все, кто нас выселял, кто нас топил в озерах, сжигал больных, раненых, добивал, все это делал, морил голодом, холодом и так далее, все были евреи. Понимаешь? Ни одного русского там не было. Ни одного другой национальности. Все были евреи, скажи. Не несите чушь, бесстыжую чушь, аморальную чушь. Не несите, перестаньте, хватит уже. Все валить на евреев. Сейчас на Украину кто напал? Евреи напали. Они строили еврейскую империю, да, они решили построить с началом, с центром киевской, еврейский какой-то центр, да, так хотели? Ну ладно, все уже, поштили. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Вы или глупые, или тролли. Русских немцев тоже депортировали в Казахстан. Ну, я не знаю, кто такие русские немцы. Немцев, да, депортировали. Да, я смотрю. Но сейчас, да, на самом деле очень большая такая начинается антисемитская такая волна начинается. Причем она идет не просто так вот, бросились там как-то фразами, какими-то там своими пропагандистскими роликами. На глубинном уровне начинают копать, что вот там все зло от евреев. Это уже заметно. Давно я об этом уже предупреждаю. Видно, что у вас уже эта пропаганда, и, может быть, вы и тролли, конечно, но может быть и те уже, кто уже пропаганду просто уже нахавался и повторяете ее. Да, к сожалению.
Сер губех бу аслан вайчар гасшан хумца ол жукчан ол бадукез жукчан ол чулам кан американшан арл улидар, потому что юкте ты еще ниц больше базар американшан. Дональд Трамп но сектор газа курортирю альчана жукте бехки бо. Американчи яшо курорта жукте бехки бо. Абсурд. Говорил, так получается. Аслан, проблема, что зомбированные своих мозгов не имеют. В этот, Дим, очень трудно мне поверить, понимаешь? Мне кажется, если человеку объяснить, доказать, привести факты, он это поймет. Но нет, просто есть клинические идиоты. К большому сожалению, есть просто напрочь отмороженные. И да, ты прав. К сожалению. Так, сейчас, подождите, этот самый умный, он, это уже такой, уже 100 раз уже проведенный вами трюк, который уже не канает. Сонохчу Израилен тулан бахкар дюр ас. Амин олкос вег нохчу. Амин. Да, пропаганда сейчас глубинно у них начинается. Сейчас у них во всем виноваты евреи. Раньше чеченцы были, потом украинцы. Сейчас с украинцами не получилось. Теперь на евреев переключаются. Я не понимаю, что с вами? А сам мы, чеченцы, должны помочь евреям. Кто бы нам помог? Мы это поможем, чем сможем. Просто чем мы можем помочь? Мы можем только правду говорить. Это все, что у нас осталось. Наших родственников пытают, нас убивают, нас преследуют, нас дискредитируют, нам всячески мешают. У нас нет никаких возможностей, но мы можем говорить правду. Ее мы будем говорить. А будут возможности, конечно, поможем. И силой поможем, и силой оружия поможем. Но пока этого нет. Будет, поможем. Кому как, не им помогать нам. Так, давайте дальше. Ты веришь в победу Палестины? Конечно, Палестина победила. Уже все. В Палестине же разные народы живут. Вот Палестина, евреи Палестины, они победили. Все, победа уже свершилась. Там будет, да, сейчас очень плохо. Ситуация послевоенная, критическая. Но вместо того, чтобы... У вас ведь нет, вот у многих нет, не знаю, о чем ты говоришь, но у многих нет задачи помочь арабам Палестины, которые сейчас там с голодом, с холодом, с едой, там, с водой проблемы у них. Об этом речи нет. Никто денег не собирает, никто там не пытается там как-то привлечь внимание к этой проблеме. Задача использовать, как всегда использовали арабов Палестины, против евреев, ну и американцев в первую очередь.
Вот и вся задача. Никакого сострадания у этих людей нет. Есть кто, конечно, пропаганда, у кого не работает. Он просто вот ему показал этот YouTube что-то, пропаганду. Вот он ее просто тупо повторил. Главное, надо правильно преподнести. Вообще пропаганда, вот, которая рассчитана, она не делает людей идиотами, я где-то прочитал. А она рассчитана на идиотов просто. Ну, она разная, конечно, бывает. Пацан, как ты говорил, вначале было слово. Вот со слова и начинаем помогать евреям. Да, и они нам тоже, ты обрати внимание, на самом деле, и раньше, и до тех пор, пока мы не сделали так, чтобы уже было неохота нам помогать, евреи нам помогали. Потому что вот чувство есть у человека, понимаешь, просто есть понимание, психология нации, народа, которые видят несправедливость. И вот ее нужно постоянно указать на нее. И неважно, слабый этот народ или случай касается конкретно там, или сильного это касается. Ей видят несправедливость. Я видел от евреев. Вот, несмотря на то, что и антисемитизм мы видим, и пропаганду мы видим, все равно я видел это. Поэтому да, конечно, но у нас пока только есть слова. Да, слова имеют большое значение. Ну и мы верны справедливости и правде. Да, Мула, и будем. Арабы нифига не помогают. Не помогают арабы. Арабы отдали часть арабов на прокату обслуживания русским, КГБшникам и иранцам. И вот они их используют. Мне искренне жаль, честное слово, мне жаль вот этих арабов Палестины, мне искренне жаль. Ну, те, кто живет в секторе Газа. Потому что 2 миллиона арабов Палестины живет в Израиле. И они чувствуют себя полноценными гражданами этой страны. И если бы не было бы войны, не было бы угроз со стороны вот этих арабов сектора Газа, то я думаю, у них еще лучше было бы положение. И нужно время, чтобы, может быть, десятки лет, чтобы все это нормализовалось и вот забылось все. Но для этого вот эта гниющая рана постоянно, которая теребит Израиль, еврейский народ, она должна уйти и успокоиться. И я думаю, сейчас наступает время. То же самое, ну, перестает Россия существовать. Мы видим, что Россия перестает, вот эта империя, абсолютная, беспримесная империя зла перестает существовать. И разные террористические группировки, вот, Хизбалла сейчас, ну, конечно же, не без помощи Израиля, практически перестает существовать. Хамас уже практически перестал существовать. Курдская рабочая партия тоже уже отказалась от военной борьбы. И, ну, значит, нет поддержки. А поддержка была из России, из Советского Союза, от коммунистов. Все, значит, Сирия освободилась. Мне не нравится, как она освободилась, но все равно лучше, чем то, что там было. Как бы, вот как-то так. Как-то так. Аслан, 12 тысяч еврейских солдат придут на помощь чеченцам на Кавказ против Русни. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Когда не было интернета, и Россия этим пользовалась. Да, Дим, к сожалению, да, интернета не было. К сожалению, мы многое что упустили. И знаете, на самом деле, к большому сожалению, я вот, конечно же, весь мир виню. Вы, кто меня смотрит, знаете, что я особо не выбираю выражения, если я кого-то хочу рассказать о нем правду, скажем так. Но в этом случае нужно сказать, что мы, чеченцы, тоже виноваты. Мы много совершили ошибок. Да, это было под гнетом, это было под пропагандой, которую русские нам навязывали, и мы многого не знали. Я сам не знал многого.
Но нужно признать, что мы тоже совершали ошибки. Если мы этого не скажем, то как будто мы белые пушистые, а все абсолютно плохие, которые нас не видели. Мы пели песни, что мы пойдем Иерусалим захватывать. У нас в руинах лежал разрушенный Грозный, а мы пели песню, что мы идем. Это просто уму непостижимо. Сейчас человек, который пел эти песни, живет спокойно в Чечне. Ну, вот такая вот программа закладывалась. Знаете, такое впечатление, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, и все факты показывают, приводят, указывают на это, что вероломством отличилась Турция по отношению к нам. Ахмаду Кадырову Турция дала деньги, чтобы он построил якобы мечеть. Он их использовал на свои, такие вот слухи ходили. У меня доказательств этому нет, но такие слухи ходили. Сердце Чечни построенная мечеть, вот так называемое сердце Чечни, или сердце КГБ, которое они нам там построили, она построена на месте массовых захоронений. Она построена турками, и она похожа на турецкие вот эти мечети. 1400 мечетей нам построили. У нас 420 всего населенных пунктов. Вы представьте себе, не все, конечно, такие громадные и огромные, но из нас создавали и Дагестан, Чечня, Ингушетия создают такое исламское гетто, чтобы Турции было нами легко управлять. Турция нам вначале помогала, искренне, настоящие там были, гибли, может, кто. Но в итоге получилось то, что мы были полностью разбиты по всему миру. И получилось так, что Турция всегда, вот агенты Турции вместе с агентами русских. Вот у меня вопрос, как так? Вот нас убивали, мы боролись за свободу. Потом Имарат Кавказ объявил, человек, который живет в Турции под защитой турецких спецслужб, Мавлади Удугов, через Докку. Докка как воин, Докка Умаров, наш бывший президент, пытался просто оказывать сопротивление, боролся против России. Но в итоге мы оказались, фактически, смотрите, наш алфавит похож на турецкий. Это принял наш парламент Чеченской Республики Ичкерия. Мы не думали, что турки вот так с нами поступят. Наверное. Я не знаю просто. И много чего произошло, где каким-то боком оказывается Турция. Но Турция нас не признала как независимое суверенное государство. Турция открыто не принимала наших беженцев, не открыла посольство. А люди, которые, на мой взгляд, имели независимую точку зрения от турецких спецслужб, в Турцию приезжали русские киллеры и убивали их. В том числе близких людей Докки Умарова и так далее. И потом Докка был убит. Вот какая каша, в которой нам сейчас предстоит еще разбираться. И это абсолютно не туркофобия или не любовь, неприязнь. Я с большим уважением отношусь к турецкому народу, всем, кто на митинги выходил, кто нас поддерживал. Это тоже важно сказать, потому что пропагандисты разные начинают из этого делать какую-то свою тему и говорить, что я турков не люблю. Вообще у меня нет никаких претензий к туркам. С кем я общался, абсолютно нормальные люди. Но то, что сделала Турция и к чему она нас подвела, это для нас просто чисто повтор русской традиции. И плюс это не только сейчас. И раньше Турция с нами так, в древние времена, 100 лет, 200 лет назад, точно так же с нами поступала. Понимаете? Турция империя, по-другому она не может. Она будет так себя вести. И мы должны быть к этому готовы. И это тоже наша ошибка. И мы должны это все понять, разобраться, несмотря на то, что сейчас турецкие спецслужбы и агенты турецких спецслужб обвиняют меня что я враг мусульман, враг всего остального и так далее. Но по факту,
когда нас уничтожали, массово уничтожали, я не видел помощи. Просто беженцев даже не видел, чтобы приняли. Да, там есть беженцы, но живут не очень хорошо, я вам скажу. Мы в Европе здесь живем намного лучше. Как-то так, Деон. Так. Турки не приняли даже турков-месхетинцев после резни в Узбекистане. Их в России приняли. Сколько турков в Чечне? У нас жили месхетинцы турки, у нас жили нагайцы тюркоязычные, живут. У нас месхетинцы, по-моему, тоже жили, турки-месхетинцы. Ну, я не знаю сколько, я не знаю, особенно с войной многие же разъехались. Многие же эмигрировали, разъехались. Также евреи уехали, все разъехались. Интересное, конечно, кино получается. Посмотрим, что у нас. Почти все турки-месхетинцы остались в Ростовской области. Кевин, ты, наверное, турок-месхетинец, да, раз ты это говоришь? Я тогда тебе тоже еще один факт приведу. В 44-м, в 40-х годах, когда происходил геноцид под видом депортации чеченцев и ингушей, были депортированы турки-месхетинцы, которые жили на границе, в том числе с Турцией, компактно, там несколько десятков тысяч, по-моему, или около 100 тысяч, по-моему, было депортировано. И другие тюркские народы, которые проживали у нас на Кавказе, их тоже депортировали. Но их депортировали чуть по лучших условиях, и вагоны получше были, и сезон, климат в это время был уже получше. И территории, куда их ссылали, были получше. Вот Узбекистан, куда более теплые места. Хотя погибли, по разным оценкам, 15, 20, 30% от этих народов. Нас же отсылали в самые худшие места, и нас всех депортировали до единого. Вот всех собрали, там по некоторым оценкам более 1 миллиона человек было депортировано. Более 1 миллиона человек. Я турок, говорит Кевин. Странно, что ты говоришь вот такую правду, турок. И у меня нет, чтобы вы тоже понимали, я готов взять на себя все, что я говорил, и все, что я ответственность нести за все, что я говорю, и за свое мнение 100%. Но то, что я не говорю и не делаю, вот на это я не готов брать. Поэтому к туркам я отношусь с уважением. Я только хорошее видел. И от турков, и особенно от азербайджанцев. Я очень хорошее видел к себе отношения, к чеченцам в целом отношения. Поэтому никаких вопросов. Никаких вопросов у меня нет, претензий у меня нет к народу. Политики, которые ведет, да, есть. И когда, вот мне пишет 70%, возможно, я не буду спорить, я просто
привожу примеры, которые я вот читал. И вам, карачаевцам, виднее, сколько там погибло. Но я знаю, что ни про турков-месхетинцев, ни про карачаевцев, ни про другие народы, ни про балкарцев а, Турция протесты не заявляла. Вот это я знаю, что Турция не говорила, хотя именно за то, что они представляли угрозу, там, может быть реальную, может быть в больной фантазии Русской империи, что они там, турки хотят Кавказ захватить, именно поэтому производилась эта депортация. И Турция не помогла. Я все перерыл, я не нашел, чтобы, да, может быть, там лучшие условия, чуть-чуть там теплее места были, куда отправляли, но протесты, там, заявка, помощь, гуманитарная помощь, об этом я ничего не нашел. Как думаешь, в России много фашистов? Я думаю, что сама имперская культура, построенная на фашизме, на особой форме человека ненавистнической идеологии, русизме. Не все русские страдают русизмом, их немного, но по большей части это естественный процесс. Когда русские считают, что если они Великая империя, то это нормально, они считают. Просто, чтобы стать вот этой великой империей, самой большой империей, почему-то нужно истребить целые народы или часть этих народов. И они за это не задумываются. И это их беда. И если бы истребляли бы их, тогда бы, может быть, немножко их коснулось бы. Но даже когда их власть их истребляла, они все это просто проглатывали и дальше живут. Ведь больше всего погибло именно от репрессий, от геноцидов самих русских. И русские не испытывают сочувствия к тем, кого уничтожали. Вот они говорят за русских, вот за Украину они говорят, русских спасаем, там на русском языке не дают говорить, там, но это все специально выдумывается. Но задумайтесь, за убитых своих 307 взорванных русских в домах, спящих в своих домах ФСБшником Патрушевым и Путиным, они ничего не говорят. За убитых десятки тысяч наших русских, наших граждан Чеченской Республики Ичкерия, они тоже ничего не говорят. Они убивают в Харькове русских, они убивают на Донбассе русских. Все русские, кого они пришли спасать, освобождать от нацистов на Донбассе, их мобилизовали, и первыми они погибли. Им плевать даже на русских. Вот такая вот. Фашизм ли это? Дудаев это назвал особой человеконенавистнической идеологией, русизмом, которая отличается особой жестокостью не только к человеку, но и к животным и всему живому на земле. Об этом прямо говорил Джохар Дудаев. Он знал, что говорил. Но есть русские, которые по большей части, если их вот не теребить, вот этот их имперский, вот этот их нутро имперское, которые по большей части абсолютно уживчивые, абсолютно нормальные люди, цивилизованные люди, много русских образованных. Да, мы же знаем, что это русская империя, и там образование, в первую очередь рабочие места, образование русским предоставлялось. Поэтому, если бы их КГБшная власть, если бы эту КГБшную власть люстрировали бы, рассекретили бы архивы, они бы увидели это, признали бы это, зафиксировали бы это в судебном порядке, то я думаю, в таком случае русские, обычные люди, как все, которые, я очень много жил среди русских, и я знаю, что мне очень много помогали русские. Не то чтобы очень-очень много, но просто из-за того, что я чеченец, и их страна ко мне вот такая, и в университете мне преподаватели, только лишь из-за того, что я чеченец. Просто никакие мои заслуги, ничего, я там хороший, плохой, просто чеченец, который страдает.
И также и среди простых людей. Да, многие боялись, многие понимали, что они нам сделали много горя и осторожничали, но по большей части такие же люди. Если вот эта идеология, которая им с молоком матери впитывается, что мы великие русские, наша самая большая страна, почему она самая большая страна, они об этом умалчивают. Вот у них какой-то... Они защищались, на них нападали якуты, буряты, там, и до Курил, до Сахалина, на них все нападали. И вот таким вот образом они разрастались. Но это бред полный. Бред. И всегда русские на слабых нападают. Почему на Америку и на Китай они не нападают? Они всегда выбирают самую слабую жертву и начинают ее делать. Ну, как-то так, Леон. Так, поэтому, если убрать русский империализм у русских, абсолютно нормальные люди. Если это не имперец, с ним можно иметь дело. С ним можно и соседом жить нормально, и, и дела делать, и бизнес делать. Абсолютно нормальные люди. У русских какой характер? Ну, русские, они же разные. Почему я должен, почему вы хотите узнать от меня? Я же русофоб, как вы говорите. И зачем вам нужно мое мнение? Я считаю, что русские, как и все люди, разные. Как и все люди разные. Вот это имперство убрать, если, абсолютно разные. И смелые есть, очень смелые есть. И трусы есть, и умные есть, и подлые есть. Все как у всех. И благородные есть. Все как у всех. Убрать империализм, который мешает из-за вашего империализма, вам это кажется, вы великая какая-то страна, там, и империя и так далее. Вам какое-то там сиюминутное величие, которое ни в финансовом плане, ни в материальном плане никак на вас не сказывается. Хотя сказывается на самом деле, вы за счет всех своих колоний живете. Но по большей части русские... Убрать империализм, нормальные люди, как и все. Где-то смелые, где-то трусливые, где-то мудрые, где-то глупые, где-то благородные, где-то подлые. Все как у всех. Ты жив из-за русских, говорит. Макс, ты знаешь, я не сказал бы, что я жив из-за русских, но я тебе скажу, что отчасти мой отец жив из-за русской женщины, не из-за русских, а из-за русской женщины, которую русские отправили на смерть в Казахстан, Среднюю Азию, где он родился там, в Казахстане. И русская женщина фактически спасла его, там, помогла ему, и голод, у него отец воевал, его не было, он был на расхват, он был образованный, он был заслуженный, там, с орденами, с медалями, с ранениями во Второй мировой войне. И был грамотный. Его чеченцы постоянно везде развозили, он помогал чеченцам. До самой своей смерти помогал он чеченцам, писал бумаги. В принципе, то, что я как раз делаю, вот он делал то же самое. Но он был за Советский Союз, и он говорил, что вот эта страна, и вот мы ее должны, несмотря на то, что она с нами сотворила, нам нужно выжить, сохраниться и так далее. И он был дерзкий у меня дед очень сильно. И у него постоянно где-то какие-то были проблемы. И моему отцу жизнь фактически вытащила его 6-5-летнего мальчика, который беспризорником ходил. Русская женщина. 2 класса, по-моему, или 3 класса первые, пока его родственники не забрали, он ходил в школу с 6-летнего, по-моему, возраста.
Поэтому отчасти, да, отчасти ты прав. Но это она делала не потому, что она русская, а потому, что она была женщина и помогала ребенку, которого было жалко. И искренне благодарны ей. Ее уже, наверное, нет, но мы благодарны ей. Так, Джундула и Малик – это одно и то же лицо, чтобы вы понимали. Он здесь мне задавал этот вопрос в ТикТок, зашел сюда, задает этот вопрос. Но он настаивает на том, чтобы я сказал. Он даже не знает, что такое идеология, он не знает, что такое демократия, он даже не знает, что такое шариат. Но он упорно, ему сказали, что шариат это хорошо, а демократия это плохо. И вот он упорно лезет со своим вопросом. Мы, чеченцы, всегда жили при демократии, то есть при народовластии. Демократия – это когда власть принадлежит народу. Понимаешь, мы всегда жили при демократии. И это не мешает нам быть мусульманами. Понимаешь, мы были мусульманами сотни лет и были при демократии. Ты не понимаешь даже, что задаешь, но тебе нужно зайти, задать вопрос, сказать, что ты разобрался, что вот видите, он такой-сякой, и уйти. И это твое вот достижение. Ты не понимаешь просто. Просто послушай, не лезь, не светись, не показывай, насколько ты не в теме, насколько ты не понимаешь, о чем ты спрашиваешь. Хорошо? И все у тебя будет отлично. Да? Так. Когда весь мир жил под королями, ханами и амирами, чеченцы жили при демократии Мехкел. Мехкел – это сенат на чеченском. Да, совершенно верно. Как вы определяете русский империализм, имперскость? Артем, если ты считаешь, что называя свою Российскую Федерацию, федерация, да, мы все образованные люди, понимаем, что такое федерация. Если ты считаешь, что у тех стран, которые находятся в вашей федерации, нет права выйти и жить свободно от вас, как, например, Украине или Ичкерии, и они должны быть в составе вас, то ты имперец, то ты русист и фашист. Вот очень легкое определение. Если ты им предоставляешь право народам, проживающим в вашей так называемой федерации, народам уйти свободно, то ты не имперец. Вот. То же право, которое есть у тебя, ты им не отказываешь в этом праве. Все, вы имеете право. Там, татары, пожалуйста, объявляйте свою страну. Пожалуйста, живите, никто не убивайте. Попробуйте завлечь там технологиями, деньгами, там, каким-нибудь образованием, там, наукой, чем-нибудь, но не силой. Если силой, то вот это зло. Вот и все. Все очень просто. Валейкум. Валейкум. Друзья, как-то так. О каком референдуме, Кевин, ты говоришь? В 2004 какой был референдум, я не понял. Нет, чеченский язык не тюркский. Ну, кстати говоря, вот проводя параллель, что нас сейчас к Турции пытаются пристегнуть, наш язык начинают уже ложно
антинаучно относить к тюркскому языку. Нет, у нас нахский язык, нахская группа, и мы, ингуши, говорим вот на нашем языке. Это уникальный язык, другого такого языка ни у кого в мире не существует. Есть информация, Путин летом хочет мобилизовать 300 тысяч россиян. Движуха. Да, пока все русские не умрут, Путин будет их посылать на огонь. Ну, в огонь, на войну. Да, вот такая вот власть на России. Да. А чеченцы имеют право хотеть быть в составе России? Конечно, имеют право. И они могут быть в составе России. Почему нет? Они должны переехать. Россия большая. Переехать и жить в Москве, там, где им удобно. Пожалуйста. Почему нет? За вас они кровь проливают. За вас они нас убивают. А почему вы им место не дадите? Конечно, может. Они могут туда переехать и жить в составе России или как угодно, где угодно. Пожалуйста. Просто у нас, мы демократы, мы чеченцы, очень серьезно относимся к словам, к действиям. И мы по-настоящему живем на этом и верим, знаешь, что нас окружает нормальный мир. И мы имеем очень четкие корни свои. И у вас проблема, у русских проблем в том, что ведь русские это искусственная нация, и она образовалась из многих-многих этносов, да, насильно перемалывались. Американцы образовывались добровольно, свободные люди, а вас насильно перемалывали. Мы вот чеченцы, некоторые другие там народы еще держимся, да. Ну, тот, кто хочет, то, пожалуйста, становитесь, живите русскими. А мы в 90-м году провели общенациональный съезд чеченского народа, конгрессом потом был он назван. И мы таким вот образом избрали свой путь, свободная, независимая, суверенная, демократическая Чеченская республика. Какие вопросы, я не могу понять. Пусть живут, у нас русские будут жить. У нас живут русские. Вы их убивали, правда, в огромном количестве. И потом нас еще обвиняли. Да? Но странно, конечно. Тут недавно есть такая девушка, женщина, она машины рекламирует, машины постоянно тестирует, показывает, там, Лиса, по-моему, ее ник, что ли. И недавно я узнал, что она с Грозного, оказывается. У нее там миллион подписчиков, миллионы там, но известная она, на России очень известна. Она с Грозного, оказывается. И вот я ни разу от нее не слышал, а мне она нравилась, как она про машины рассказывает, я всегда ее смотрел. И за все это время она ни разу не сказала, что с русскими делали русские бомбы. У нас русские заваленные, там, умирали с голоду. Ужас, что было, просто не передать. Ну вот почему она молчала все? У нее такая возможность была, хоть словом сказать. Ничего. Проще было ненавидеть нас. Проще нас ненавидеть. Понимаешь? Потому что это безопаснее. Как евреев ненавидеть, тоже безопасно. Евреев не 1,5 миллиарда, я вас обманул. Понимаете? И евреи не управляют всем этим миром, как вас русская пропаганда вас обманывает. Проще же евреев обвинить, правильно? А попробуй американцев, на американцев понаезжай. Сразу по лбу получишь.
Точно так же, Деон. Астан, у тебя лучше Ичкерия с Ингушетии или без? Это решать, конечно же, ингушскому народу. Но я считаю, что если бы ингушей не обманули бы, они остались бы с нами. С другой стороны, это хорошо, что их тогда обманули, и у нас хоть какой-то тыл появился. Это был единственный тыл, который при всем минусах, там всякое было, но при всем это наши там были. И мы находили себе и кров, и пищу, и все остальное. И если бы их не обманули бы, что вот там пригородный район им вернут, Владикавказ, это же все наши земли, это ингушские там, ингуши жили. И когда выселяли, депортировали, тогда все это ингуши лишились, потеряли. Потом пригородные немножко разрешили вернуться, а потом их убивали. И конфликт, обратите внимание, назвали осетино-ингушский конфликт. Войну против чеченского народа называют чеченской войной, а здесь называли осетино-ингушский конфликт. Обратите внимание, чтобы и ингушей, и осетин стравить. Хотя геноцид над ингушами совершали русские. И провокацию против осетин устраивали русские. Чтобы вот этот конфликт был. Понимаете? Поэтому тогда ингушам сказали, что мы вернем вашу землю, мы вам не будьте с чеченцами, с Дудаевым, вы будьте независимой там республикой и так далее. И ингуши повелись на это и остались в составе. Я думаю, что если будет свободный выбор, мы один язык у нас, одна культура, все у нас одно. Нас специально сейчас много лет стравливали запачкать. Знаете, мне недавно один чеченец, мы общались, рассказал историю, когда он был в Ингушетии, где-то он там работал, и слышал, как он каменщиком был, по-моему, и там где-то работал ингуши находились. И вот этот конфликт, который был, геноцид, не конфликт, геноцид ингушского народа, который был, там два ингуша разговаривают, и он слышит, они не ему говорят, между собой говорят, вот над нами такую несправедливость совершили, вот нас там убили, огромных женщин, детей свиньям, скажем, там ужас, что они творили. И ничего, у нас есть чеченцы, сейчас чеченцы окрепнут, и мы, короче, нас просто так уничтожать мы не дадим, типа, и свое вернем, и все, и так далее, и так далее. То есть ингуши на нас рассчитывали, они нам верили, они на нас надеялись, понимаете? Но прошло время, мы оказались снова в оккупации, и так далее, и так далее. Потом начали вбрасывать ложные вот эти нарративы, что мы там плохие, и вот эта пропаганда, которая сюда забивается просто нагло, лживо, по-русски просто, по ФСБ, что мы сюда заливается, что нас стравливают чеченцы и ингуши. Поэтому я думаю, если будет свобода права выбора, без угрозы для ингушей и так далее, и для чеченцев, мы будем вместе, куда нам деваться. Мы один народ. Да, в силу обстоятельств, в том числе и в первую очередь из-за России нас разделили, как пытаются сейчас делить там на грузины, проживающих там и так далее, чеченцев и так далее. Но это не произойдет. Да, Алмула. И мы не позволим этого. Мы один народ. Мы одно единое целое. Да, Алмула. Хотя среди ингушей есть абсолютно пророссийские, абсолютные пособники вот этого Кремля. Они убивали ингушей, убивали чеченцев и так далее, и так далее. Ну, все исправится. Как только станет свобода, все исправится. Салам алейкум. Ва алейкум салам, Настя. Все отлично, спасибо. Как у тебя дела? Салам алейкум, братья и сестры. Ставим лайк брату, подписывайтесь, давайте поддержим нашего. Спасибо, Фатим, спасибо. Спасибо, Фатим, Башкал.
Да-да, ФГ, я сегодня не поставил блокировку на кремлеботов, поэтому их очень много. Но они таким образом канал мне, стрим раскручивают. Вот. Получается так. Ну, мы уже 1,5 часа в эфире. Друзья, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Ян, приветствую тебя. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless America. Вива Грузия. Алга Азербайджан, Казахстан и живе Беларусь. Всего хорошего, друзья. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Ади кёль маш ойль.